Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Кокарева Илглана, я ученица 10 Б класса. Тема моего доклада – речевой этикет в социальных сетях. Соблюдение речевого этикета в виртуальном общении – проблема современного общества. Культура составления электронных текстов в процессе переписки, правила вежливости и доброжелательности не соблюдаются большинством пользователей. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность сайтов социальных сетей, отсутствует. Вопрос чистоты русского языка, речевой культуры, ключевая экологическая проблема в области языкознания. Этими и определяется актуальность нашей работы. Объектом исследования выступает речевой этикет в социальных сетях учащихся 9-11 классов нашей школы. Предметом исследования стало соблюдение речевого этикета в социальных сетях учащимся 9-11 классов нашей школы. Цель исследования – раскрыть вопросы соблюдения речевого этикета в социальных сетях. В связи с указанной целью ставились и решались следующие задачи. Изучить литературу о речевом этикете, выявить проблемы, которые мешают соблюдению речевого этикета, провести опрос с целью выявления позиции участников виртуального общения по вопросу соблюдения речевого этикета, а также с целью определения наиболее часто используемых речевых форм этикета среди учащихся 9-11 классов, проанализировать соблюдение речевого этикета в социальных сетях учащимся нашей школы. В работе используются следующие методы и приемы. Анкетирование, интервью, статистически при подсчете ответов, описательный при анализе определений и примеров школьников. Исходя из задач исследования, диагностика проводилась дистанционно в октябре 2021 года. Всего в исследовании приняло участие 55 обучающихся. Практическая значимость исследования заключается в том, что представляет собой возможность использования материалов доклада при изучении разделов лексикологии, стилистика, культура речи. Структура доклада подчиняется логике исследования и состоит из введения двух глав сокращения списка использованной литературы и приложения. Глава 1. Речевой этикет в социальных сетях. Оно содержит два подглавы. Первое – основное понятие о сетевом этикете. Второе – отличие сетевого этикета от традиционного речевого этикета. Глава 2. Соблюдение речевого этикета в социальных сетях. Состоит оно из двух подглав. Проблема соблюдения речевого этикета в социальных сетях. Второе – анализ соблюдения речевого этикета в социальных сетях среди учащихся 9-11 классов. В интернет-коммуникации имеет место столкновение расовых текстов, групп, мнений, принципов. В электронном диалоге рождаются и развиваются нормы речевого этикета. Этикетные модели поведения в интернет-коммуникации несколько иные, чем в традиционном речевом этикете. И причина нарушения речевого поведения кроется в тех факторах, которые этому способствуют. Мы полагаем, что можно выделить следующие моменты. В связи с дистантностью общения теряется живость, искренность, эмоциональная окрашенность речи, которые придают истинное отношение автора, его оценки события, настрой. Это может привести к неправильной интерпретации высказывания. Свобода, отсутствие ограничений и зависимость от принятых в обществе норм приводит к тому, что пропадает функция контроля речевого поведения человека. Анонимность, отсутствие знания статусного различия дают ощущение вседозволенности и безнаказанности, провоцируют людей на грубость, хамство, агрессию. Все перечисленные факторы определяют возникновение специфических норм речевого поведения в интернет-коммуникации, которые часто трактуют как нарушение традиционного этикета. Этика и этикет интернет-среды – это своего рода моральные и этикетные принципы. В свою очередь, принципы и нормы, лежащие в основе этикета виртуального мира, не так сильно отличаются от традиционных норм этикета. Для того, чтобы выявить позиции участников виртуального общения к вопросу соблюдения речевого этикета в социальных сетях и их готовности к решению данной проблемы, было проведено исследование среди учеников 9-11 классов. При исследовании мы рассмотрели наиболее популярные виды коммуникации в социальных сетях среди учащихся 9-11 классов.
Выявили отношение учащихся 9-11 классов к соблюдению речевого этикета в сетях. Провели анализ употребления учащихся 9-11 классов этикетных формул в социальных сетях с целью соблюдения речевого этикета. Результаты исследований. В результате опроса выяснилось, что 100% респондентов используют для общения социальные сети, следовательно, социальные сети приобретают все большую популярность, являются альтернативной формой общения и начинают вытеснять реальное общение. При ответе на второй вопрос, в какой социальной сети вы чаще всего пользуетесь, 54,5% опрошенных ответили, что пользуются Инстаграмом. 38,2% мессенджеры, 5% Facebook, 1% Twitter, 1% ВКонтакте. Из всех социальных сетей наибольшее предпочтение респонденты отдают Инстаграму и мессенджерам. По ответам на третий вопрос знаете ли вы нормы и правила речевого этикета, которые необходимо соблюдать в социальных сетях? Понятие речевой этикет известно 87,3% учащихся и 12,7% затруднений с ответом. Полученные данные свидетельствуют о том, что у них достаточный уровень сформированности общей речевой культуры большинства опрошенных, готовности использовать и соблюдать речевой этикет в виртуальном общении. Далее респонденты предлагают выбрать из перечисленных форм речевого этикета те, которые используются при общении в социальных сетях. Соблюдение форм приветствия и прощения 70,9%, соблюдение правил грамматики, орфографии и пунктуации 41,8%, соблюдение вежливости 70,9%, соблюдение грани дискуссии 30,9%, соблюдение нормы уважительного обращения на «вы» 41%, адекватная реакция на нарушение речевого этикета другими пользователями 50,9%, уважение чужого мнения 61%, своевременный ответ на сообщение, не затягивать с ответом 30,9%, уважение чужого времени 23,6%, соблюдение правил использования смайликов и приемов усиления письменной речи, так как это может восприниматься собеседником как повышение тона, 36,4%. Результаты свидетельствуют о том, что учащиеся стараются при общении соблюдать нормы этикета. Представленные ответы показывают, что уровень сформированности этикетных норм разный. Это свидетельствует об индивидуальном уровне сформированности базовой культуры учащихся, способности к рефлексии, проявлению бережного отношения к слову. Из результатов проведения исследования следует, что учащиеся 9-11 классов нашей школы активно используют социальные сети, виртуальное общение прочно вошло в повседневную жизнь. Однако вопрос о качестве общения в социальных сетях остается открытым. Все это негативно влияет на культуру и речи в целом, на развитие языка и его сохранение. Наиболее распространенными ошибками речевого поведения являются следующие. Использование ненормативной лексики, сквернословие 69,1%, уважение чужого времени 76,4%, соблюдение правил орфографии, грамматики и пунктуации 59,2%, злоупотребление сленгами 69,1%, злоупотребление стикерами смайлами 63,6%. Таким образом, речевой этикет в социальных сетях не отличается от традиционного сетевого этикета. С целью сохранить чистоту русского языка, нормы речевого поведения необходимо соблюдать этикет и популяризировать следование этикету среди пользователей социальных сетей. Спасибо за внимание.